На телеканале «Ингушетия» новости 24, в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Накануне в Ингушетии отмечали 24-летие республики. На площади Алании в Магасе состоялся большой праздничный концерт с участием артистов СКФО. Его открыл певец Осман Имагожев, спев для собравшихся на вершине 100-метровой башни Согласия. За этим последовало выступление главы региона. Юнусбек Евкуров поздравил всех присутствующих с праздником. Настоящим сюрпризом для тех, кто вместе с республикой отмечал свой день рождения, было то, что руководитель субъекта пригласил их на сцену и вручил им цветы. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики, началось с водружения государственного флага Ингушетии на одну из самых красивых достопримечательностей — башню Согласия. Трибуну перед концертной площадкой заполнили почетные гости: главный федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ашноков, депутаты парламента республики, видные общественные и политические деятели. Перед собравшимися выступил Мухарбек Декажев. Он зачитал приветственный адрес председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Уверена, что любовь к родному краю, трудолюбие и целеустремленность помогут народу Ингушетии добиться успеха в решении социальных проблем, повышения благосостояния и обеспечения безопасности. Желаю вам и всем жителям республики здоровья, мира и процветания. Валентина Ивановна Матвиенко. С пожеланиями всех благ, процветания и мира родной республики выступил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Дорогие гости, которые сегодня находятся в республике, дорогие жители республики, сердечно поздравляю всех нас вместе с нашим большим праздником, общим праздником, Днем образования республики. Сегодня начинает свой отчет 25-й год со дня образования нашей республики. То есть с сегодняшнего дня мы с вами начинаем готовиться к юбилею нашей республики в следующем 2017 году. Прожитый год, как и несколько предыдущих лет, был непростым, но достаточно успешным для нашей республики. Это было время напряженного труда, наполненное стремлением решить проблемы, связанные с нуждами не только людей, но и наращиванием той инфраструктуры, которой сегодня не хватает на нашей земле, в нашей республике по ряду причин. Сегодня мы можем говорить, что мы развиваемся на уровне регионов Российской Федерации, и помощь федерального центра позволяет нам это делать успешно. Не все из задуманного нам с вами удается бесспорно сделать, но тем не менее можно говорить, что большинство задач мы выполняем успешно. Есть планы на 2017 год, есть планы на 2018, 2019, 2020. До 30 года стратегии развития Республики Ингушетия. И позволяет сделать вывод сегодня, что мы будем еще краше, еще лучше, и для жителей создадим все возможные условия. Сегодня с этой трибуны не хочется отчитываться о проделанной работе. Сегодня хочется говорить о недостатках. Сегодня хочется говорить о празднике души, о поднятом флаге на нашей башне, о тех красотах, которые сегодня есть, о той молодежи, которая сегодня благодарит всех, кто работает в республике, за то, что можно сегодня привозить гостей и для гостей что-то показывать. Дорогие друзья, всех нас с праздником! Здоровья, счастья, мира и процветания! Дал барца болбой, дал техай беркети елвы, дал ай мох, дигичнаха, байн бизнес болнаха, ишму болб, дал ай баханах, маршала багалб, мяш багалб, дал избацыш мудусул двои, царах ишму дол двои. Эггер дуакадар, вайн дизер, это вайн молодежь, вайн кагинах, вайн мякери, дал ши, шей дазы, шей нанназы, шей бахаш нах, шей пепен нах, яш няка, тех дадага, зняк набах не злопшон. Окри, кури кайол хам ейчи, ши нан, ши да лохцу.
Шейда, шейнан, лорби, шейдян, шейнан тихкал. А даяхшик ценя кашу долхи, сансогу тулды дачу. Низ худдышо, хоз худдышо, мяш худдышо, эздела худдышо, имана худдышо, сабра худдышо. А когда хамцугожвы, когда ыштвы, дика хор корвят хондадолхи, о кырыштал хылчо так. О кырыштал тархылчо. Ирчамды скагинах шейдя силорди, шейтепын силорди, шеймохкын силорди, шейкамын силорди. Алберта Болбы, всех с праздником! Яркое солнце, легкий ветерок, а главное, ни капли дождя. Этот вечер, безусловно, удался. На площади перед башней Согласия еще задолго до начала праздничных мероприятий начали собираться люди из самых разных уголков республики. Все они решили отметить День республики в городе Солнца вместе с тысячами своих земляков. Прочувствовать и ощутить атмосферу праздника, стоя бок о бок с ними, и послушать песни любимых исполнителей. Желаю счастливо, чтобы не было войны. Кстати, подарю конфеты и пространство. У нас республика процветает. Посмотрите, сколько построено. Детские сады, школы, лицеи. У нас все есть прекрасно. Вазиндял. Ирис долуш, беркати, машер болуш. Ирис яхту болуш, да, ходой вазиндял. Да, беркати, ирис долуш, вахр, хейлы, массани, чтобы счастье, радость, успех никогда не покидали наши дома, наши семьи. Пока одни артисты выступают на сцене, другие с волнением готовятся к своему выходу. На очереди и государственный ансамбль песни и танца «Магаз», солистки которого, несмотря на большой опыт, переживают за свое выступление как в первый раз. Бурные эмоции, все только, я не знаю, как это объяснить, это только поймет артист, который выходит на сцену. Всем желаю удачи, выступить всем желаю отлично. И чтобы наша республика развивалась и распространяла свои плоды нашим соседним регионам. Всем светлого неба над головой. Над корректировкой концертной программы организаторы мероприятия работали довольно долго, учитывая тем самым пожелания самых разных слоев населения, начиная от самых старших и заканчивая самыми юными зрителями. Поэтому для собравшихся выступили не только ингушские исполнители и танцевальные ансамбли, но и гости из соседних республик. Пожелать хочу я самое главное – это мира, добра в вашей земле, всем нам, кто проживает в этом прекрасном городе и вообще в Ингушетии. Хочу пожелать здоровья, самое главное, и счастья. Желаю успехов, процветания в вашей республике и дружбы между народами. Братский народ, всегда, чтобы была дружба, чтобы всегда друг друга могли в гости приезжать. Нам очень приятно, что вы нас пригласили. Очень рады присутствовать на вашей земле, на вашей красивой земле. Ингушетия, процветай! Все, кто пришел на праздник перед башней Согласия, смог увидеть и показательные бои юных спортсменов новым набирающим популярность боевым искусством шот-самлат. В числе выступающих Елема Нальгиева с композицией «Мой край». Очень хорошо, когда сохраняются традиции, обычаи и такие ингушские ценности, как яхгулык, тхагубырт, эздил. И поэтому в этой песне можно сказать все это и есть. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Второе рождение. В новом учебном году в Альтиевской школе после 4-летнего застоя вновь зазвучат детские голоса. Там открыли один из корпусов общеобразовательного заведения после капитального ремонта. Старое строение преобразилось до неузнаваемости. Это касается не только наружной стороны. В помещениях появилась новая мебель и, соответственно, улучшились условия для полноценного образовательного процесса. Этой постройке уже 40 с лишним лет, но взглянув на здание, в это сложно поверить. Красивая облицовка, аккуратный фасад. Внутри так же красиво, как и снаружи. Светлые стены, украшенные сказочными мотивами, новые парты и стулья. Здесь будут учиться школьники младших классов. 4 года здание пустовало, пока его не передали в руки опытных строителей. Уже года 4 эта школа находилась в аварийном состоянии. И была закрыта из-за этой проблемы. Где-то с августа месяца приступили к капитальному ремонту. Это то, что вы видите, они сделали. Сейсмоусиление, это перекрытие такое очень серьезное сделали нам. И плитку, и полы, практически все сделали эти строители.
Основной корпус школы рассчитан только на 500 ученических мест, а тем временем в 14-й школе на сегодняшний день учатся 800 детей. Это единственная школа на весь муниципальный округ. А за неимением в Альтиево Дома культуры или ФОКа в актовом зале образовательного учреждения проходят все общественные сходы, праздничные и спортивные мероприятия местного масштаба. Новый корпус позволит сбавить нагрузку на школу. Малыши уже спорят, где чья парта. И вводу в эксплуатацию нового старого корпуса рады не только дети. Мы ждали, мы буквально с первого дня отслеживали, массу планов построили себе этот корпус. И сейчас сюда у нас перейдет 5 класс-комплектов, даже 10 класс-комплектов, 2 смены. К сожалению, 2 смены, но перейдем. И серьезно разгрузим тут основной корпус. Условия, в которых проходят занятия, очень важны и для восприятия, и для усвоения школьного материала детьми. И теперь эти младшеклассники уверены, что будут учиться только на 5. Мне нравится наш кабинет, вся школа нравится. Я мечтала, чтобы такая у нас была школа, чтобы у нас был отдельный кабинет. Поздравить учеников и преподавателей 14-й школы с важным для них событием приехала и зампредседателя правительства республики Марема Арабханова. Я вам всем хотела бы пожелать, чтобы вот в этом новом корпусе открывшемся, чтобы вы набирались новых знаний, чтобы только 5 были в ваших дневниках, чтобы только отметки за хорошее поведение и за полученные знания положительные появлялись у вас как показатель того, как вы учитесь. В свою очередь, дети тоже подготовили для гостей подарок. Малыши читали стихи и пели песни. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. В республике уделяется большое внимание образованию подрастающего поколения. Для нашей молодежи создаются максимально комфортные и современные условия. И это далеко не первая школа, которая получила вторую жизнь. И, конечно же, не последняя. В рамках программы повышения устойчивости жилых домов и основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации. В рамках этой программы мы в этом году отремонтировали более 20 школ. И это дошкольный блок 14-й школы отремонтирован также в рамках этой программы. Эта школа стала своеобразным подарком на День Республики для всех жителей Альтиева. Теперь главное бережливо относиться к этому подарку. Мария Местоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ингушские призывники продолжают славную традицию. Доблестная служба в рядах вооруженных сил России. С каждым годом количество желающих отдать свой гражданский долг только растет, в том числе Тимур Пугоев. Молодой человек признается, что служба в армии для него является одной из главных задач в жизни. Репортаж Хаважа Талакова. Строгая выправка и железная дисциплина – пожалуй, черта, присущая практически всем молодым людям, отслужившим в армии. Младшему сержанту в запасе Тимура Пугоева эти качества были присущи с самого детства. В армии парень довел их до совершенства. Тимур отслужил в военно-воздушных силах в Челябинской области. Еще в школе парень мечтал стать офицером. Усердно тренировался, учил армейский устав и уже представлял, как будет защищать родину. Там было интересно, то, что самолеты огромные летали, это раз. И там были Су-124, Ту-140-ковые. Ну, там многие какие самолеты были, кроме Руслана, конечно. Там было еще Ил-76. Там провезли с этого самолета технику, все. Привыкать к новому быту и распорядку дня молодому человеку было нелегко. Но благодаря своей целеустремленности Тимур быстро освоил все правила армейской жизни. Курс молодого бойца послужил молодому солдату хорошим уроком. Распорядок дня у нас был 6:30 подъем. После этого мы шли на разминку, точнее, типа бег, потом брюси, турник. После этого ходили в душ и потом уже на завтрак. Ну все, после завтрака у нас было информирование до обеда примерно. Потом обратно мы занимались. И так целый день было. Завоевать уважение однополчан и командиров части парню помогло строгое воспитание родителей. Видя достойное поведение молодого человека вдалеке от дома, ему оказывали всяческую поддержку во всех его делах. Служба в армии кардинально поменяла жизненные взгляды Тимура. Во-первых, меня поменяла армия в очень хорошую сторону. Я там буквально перевоспитался, там, как сказать, и все мы, мы уже, как вам сказать, изначально, когда пришли, там чуть-чуть бывало хулиганили, у нас все нормально пошло.
А когда уже пришел, мать и отец уже были рады. А война с этикой у нас очень сильно пригодилась, так как у нас многие офицеры говорили, что в приходе старшие, там, некоторые люди не встают. Ну, мы, например, в кухне там или в столовой сидим, когда наш командир заходил, например, мы все вставали. Ну, типа, это уже сделал, ну, по-нашему, уважение. И вот они у нас из-за этого уважали. Тимур до сих пор созванивается со своими бывшими командирами, поддерживает с ними теплые отношения. Дембель нисколько не жалеет о том, что пошел служить в армию, ведь именно благодаря ей он понял, чего хочет от жизни. В будущем Тимур Пугоев планирует продолжить военную карьеру, как говорится, посвятить себя служению Родине. Хаваш Далаков, Хаваш Гойгов, Новости 24. Таковы новости к этому часу. Следующий выпуск новостей в 19:00. Увидимся.